Здравствуйте, в эфире программа «Якутия Лайф» и я Ирина Ефимова. Сегодня 17 февраля, день спонтанного проявления доброты. И мы решили провести этот день вместе с добровольцем-романтиком, как он себя называет, Антоном Васильевым. Привет. Часть людей считает тебя блаженным, Беги, беги, беги. Многие тобой восхищаются, тебя уважают, поддерживают, да? Люди иногда удивляются, когда я умные слова говорю. Дети, Дед Мороз, круглый год. Она сказала, что ты ее преследовал. Да, есть богиня, есть богиня. Ты построил, можно сказать, личный бренд. Добротворец. Романтик добротворец. Этот валежник собрали сотрудники парка. Лес нужно регулярно чистить от сухостоя, и парк не исключение. Накануне Антон перетаскал этот валежник из глубины парка поближе к дороге, а сегодня заказал в Индрайвере небольшой бортовой грузовик. Сейчас погрузим, и таксист повезет валежник по адресу на окраину Якутска. Там, в доме с печным отоплением, живет семья Евдокии, в одиночку воспитывающей 7 детей. По этой погоде бесплатного топлива им хватит на пару недель. Завтра Антон опять придет в парк за валежником и повезет его уже другой семье. А тебе вообще можно тяжелое? Таких семей, охваченных акцией «Доброе топливо», которую Антон придумал в 2018 году, в Якутске 30 или 40. Топить можно не только валежником, но и строительным мусором, который остается после сноса аварийных домов. И мусор убран, и людям тепло. Кстати, годный брус после разбора домов может пойти в дело. Так, в 2018 же году один отец 4 детей построил себе, благодаря Антону и его акции, пристрой к дому. Большинство жителей Якутии знают Антона Васильева как парня, который добровольно собирает мусор и помогает нуждающимся, передает продукты или деньги многодетным малоимущим семьям. А вот о чем многие не знают. Антон Васильев по образованию горный инженер. И один из тройняшек. Он похож с братьями, как 2 капли воды. Антон – человек, который пробыл в коме 28 дней после падения с высоты и полностью восстановился только через 3 года. Антон – романтик-доброволец, который никогда не пойдет к политику, обращается к людям исключительно по имени-отчеству, но при этом просит, чтобы его самого называли только по имени. Антон мечтает сделать мир чище и лучше, и все свое время отдает помощи другим людям. Его неофициальный девиз – добро, бесплатно и понятно на всех языках мира. Таких семей сколько у тебя? Если посчитать 40-30 семей. А что ты обычно покупаешь? В голове уже список есть, я уже беру. Обычно я покупаю хлеб, молоко, яйца, мясо, побольше мяса. Потому что у нас без мяса выжить здесь тяжело. Ну, мясо или тушенку? Мясо же это дорого. Не, тушенку никогда не покупаю, потому что тушенка это не мясо. Ты когда-нибудь ела тушенку? Ну да, конечно. Вообще противно. Она дорогая, тушенка. Так, картоху взяли мы. Лучше купить несколько тефтель. Антон, сколько семей? Сейчас на скольки семьям? На одну поедем? семью. Ну на одну тогда прям так. Ага, Если несколько, мы вам просто в пакеты бы положили бы. Гречку, рис, там хорошо. макароны, все понятно, да? А вот это гречку, рис лучше Ирине Борисовне отдавать Гузовой. Нет, вы Вы сейчас отдаете? ей тоже этой семье отдадите. Ирина Борисовна, не беспокойте, мы им постоянно даем. Спасибо. Мы им нормально, От души. хорошо даем. Спасибо, Хорошо? спасибо. Всё, да. Это вот этой семье дадите, где 7 Хорошо. детей, хорошо? Ага, спасибо. А такое часто бывает вообще? Да, иногда часто бывает, но не люди принимают участие в добрых делах. Иногда, когда покупаешь продукты питания, люди тебя видят, они тебе деньги дают. Либо в кафе заходишь, они тебя бесплатно кормят. Антон, иди сюда. Из-за уважения к тебе мы тебя хотим накормить. Ну вот смотри, ты сказал, что ты сначала помогал молча, Ага. а потом вот как бы начал пиариться, так скажем. Ну, пиариться публично, не пиариться, а публично. Потому что у меня идет проект «Добрые дела», посвященный городу Якутску. Ага. Если бы этого проекта не было, я бы все делал тихо. А вот делая добрые дела публично, я привлекаю людей. Люди смотрят, почему бы нам это не сделать? Мы тоже так же можем это все сделать. Ага. То есть стало легче привлекать каких-то помощников, спонсоров искать, да? А у тебя есть постоянные спонсоры какие-то, которые тебе все время помогают? Были, до пандемии были.
Ага. А сейчас нету. Это буквально их ужин и завтрак. На один раз, да? Да, на один раз. Они сядут, поедят и все. Все рассчитано, все не будем читать. Вот я вам, Почему? Не я будет? вам побольше положил. Ну, Да. спасибо большое. То не забудьте на тележке. То не забуду. Антон, всегда заходите, Ага. не забудьте. Мы нормальные люди, и мы очень М. дружим с вами. Хорошо, Абсолютно. спасибо большое. Удачи Спасибо. вам, Отдыхайте. удачи, приходите. Ага, хорошо. 1355 рублей. 5 рублей посмотрите. Есть. Я вот 1000 обратно даю. Кстати, как зовут управляющий? Бахадыр Умар Алиевич. Отчество Бахадыр Умар Алиевич. Умар Алеви. Умар Алиевич. Угу. Спасибо. Управляющий. Спасибо. До свидания. Ага. А? Ага, это нам все. Я в курсе. Спасибо. Давайте вот сюда. А давайте мне вот так, вот так. Ага. Антош, я им фрукты взяла и Несквик. Кому? Детям? Детям, ага. О, спасибо большое. Это вот я купил, а это нам дали. Ага. Рис, мука. Очень хорошо дали. А что за семья это? Расскажи про них. Евдокия вышла на меня в начале этого года, попросила помощи. Угу. У них топить дом нечем было. Угу. Я как подумал, я могу ей помочь. И отвез ей строительный мусор. У одной женщины взял на участке это доски, брусы. Ну то, что не надо. Ага. То, что остается после строительства. И все это мы отвезли ей. Развела своим мужем и прилетела сюда. Она сама якуточка, родилась, выросла здесь и на родину вернулась. Тепло все равно давать будет. Это получается типа сухостой, да? Сухостой. Ну, горит хорошо, быстро. Ну, тепло все равно давать будет. Сотрудники парка, они все сделали. Я у них разрешение спросил. Они сказали, вывози. Ага. А тебе вообще можно тяжелое таскать с твоим заболеванием? По идее, мне лежать и лежать надо было. Но я не такой, я не могу лежать. Диагноз твой как называется? А на диагноз я не знаю. Но после такой травмы люди получают инвалидность, оформляют. Но у тебя есть инвалидность? Я не оформлю. Не оформил. Зачем? Зачем он нужен? Ну как зачем? Пенсию бы получал? Я пока могу заработать деньги, зарабатываю. А по жизни ты аскет? Аскет — это умное слово. Ну, аскет это человек, которому мало надо. Ну, неприхотлив в еде, неприхотлив в быту. Да, я аскет, так можно сказать. То есть тебе для жизни Да мне для жизни главное, чтобы было тепло, уютно. Ко мне мама в прошлом году уволилась, переехала ко мне, а до этого жил один. Мы болели ковидом вдвоем. Маме было очень тяжело. Я в легкой форме переболел, мама в тяжелой. Я видел, какая она слабая. Она в возрасте 74 года, и она уже все Это когда устает. было? А? Это когда было? Это было в ноябре месяце. Я заболел ковидом. Видно, когда собирал мусор, подцепил где-то, и все. И маму заразил. И маму заразил. Ты ведь из многодетной семьи? Да, из многодетной семьи у меня 3 младших и 3 старших. У родителей 7 детей было. А как твои родственники относятся к твоему образу жизни? Ну, конечно, они всегда боялись, они переживали. Антон, ты зачем это делаешь? Это все государство сделает. Зачем ты это делаешь? Я им не мог ответить. Да, я не мог им ответить. Я сказал, я могу это делать, и все. Я ему отвечал. Мне не стыдно этого делать, и все. А зачем ты это делаешь? А потом я понял, то, что мы и есть с вами государство. Ты, я, мы и есть с вами государство.
не Владимир Владимирович Путин мусор раскидал, например. Не Арсений Сергеевич там раскидал также мусор. Не они же. Кто-то другой раскидал. А мне не стыдно брать мусор. Я иду, убираю мусор, потому что мне приятно после этого подходить по тому месту, где был мусор, и видеть чистоту. Свое первое доброе дело сознательно Антон Васильев сделал в 2009 году, помог Махсоголовскому детскому дому. На протяжении следующих 6 лет Антон делал добрые дела тихо и не публично, не писал об этом даже в своих личных соцсетях. Впервые об его бескорыстном труде жители Якутии узнали в 2015 году после публикации об уборке мусора на пляже в 202-м микрорайоне Якутска. За 12 лет молодой человек основал общество для поддержки детей с инвалидностью Каи Герда, затем появилась организация «Чурон добра». В каждом проекте у Васильева были соратники, но спустя какое-то время он снова оставался один. Так, в организации «Чурон добра» Антон сейчас одновременно единственный учредитель, руководитель и единственный участник. Впрочем, одиночество не мешает Антону строить планы по захвату мира. В рамках акции «Чурон добра» с 2016 года города и улусы Якутии передавали помощь нуждающимся в другие районы республики. Сейчас Антон хочет вывести акцию «Чурон добра» на межрегиональный уровень и уже провел переговоры с Камчаткой. «Охватим сначала Дальний Восток, потом всю Россию, потом весь мир», — говорит он. Количество добрых дел Антона затрудняется назвать даже он сам. Антон Васильев помогает многодетным малоимущим семьям, читает лекции в школах и колледжах о добрых делах и продолжает убирать мусор с улиц города и проводит от 50 до 200 уборок в день. Все это он публикует в своих соцсетях с хэштегом 389 Якутск ДД. Был у меня случай такой. В 14 школе молодой человек учился. Я помогал семье одной. А потом мне мама звонит и Про говорит. них написали Да. статью про них, да, что ты им помог, и Да. Они увидели в интернете то, что я помог этому молодому человеку. Это был 2015-2016 года. Я им помогал. Потом она мне пишет: Антон, пожалуйста, больше нас не публикуй, а то моего сына начали подростки обижать. Ну, сама знаешь, подростковая жестокость какая она. Вот люди начали обижать мальчика, украли у него кроссовки раз. Они хотели, молодые люди хотели свое превосходство показать, унижая другого человека. А ты не пошел в школу разбираться с ними? Не, я в школу не пошел разбираться с ними. Зачем? Ну, поговорить, нет? Не. А ты же ходишь в школу, делал там уроки доброты, вот у тебя Мгм. было такое. Продолжается До это? пандемии это все было у меня. Я выступал в школах, а сейчас я выступаю по Zoom. Мы по Zoom выступаем. Ну, когда выступаешь по Zoom, там нет такой энергетики, когда ты перед классом стоишь, там нет энергетики. Там дети задают тебе вопросы, ты отвечаешь. Но это не то, там нет такой энергетики, когда ты вот, дети перед тобой сидят, ты им рассказываешь. Ты Zoom. себя раньше называл романтик-доброволец. Я и сейчас романтик. Вот Романтик-доброволец. посмотри, все то, что делается, без романтики делать нельзя. Без романтики делать нельзя. А доброволец, потому что я вот добро несу вселенной, нашему миру. 12-й год. Любой волонтер, он платит за свои добрые дела, он платит самой дорогой валютой. Он платит временем. Ни рублями, ни долларами, ни евроми. Он платит временем. Своим личным временем. Личным временем, Время – это да. самый ценный ресурс, между прочим. Да, это очень, как сказать, это очень ценное. Он отдает свое время другому человеку на оказание помощи. Я своим добрым делам посвятил 12 лет. Смотри, 12 лет, но вот в процентном соотношении сколько у тебя времени уходит вот там на добрые дела, а сколько времени на себя, на близких, на семью, Если взять раньше, на работу? если раньше я публиковал каждое доброе дело, да, то у меня уходил целый день уходил. Я полдня собирал мусор, оказывал помощь, и остальные полдня я публиковал. А сейчас я пошел как хитрый. Я начал в одном посте публиковать по несколько добрых дел. Это сэкономило время в несколько раз. Ну, если получается, у меня на уборку мусора уходит, например, на 10-15 уборок мусора уходит 1 час. А я в день могу делать от 50 до 200 уборок в день. Когда городу Якутску исполнилось 383 года, я запустил проект 384. И с того дня идет, каждый день делаю добрые дела.
Ну, возьмите меня, 2015 год, когда я начинал публиковать свои добрые дела, мне никто не знал обо мне. Да, если взять с 2009 года по 2015 год, я делал добрые дела тихо, я нигде не публиковал. Тихо, И- молча в соцсетях да, не да. светился. Не светился, все Ага. тихо делал. А потом кто-то опубликовал мои добрые дела, когда я убрал пляж на 10-летие микрорайонах. Ага. Кто-то это опубликовал, и с тех пор моя общественная жизнь началась. Ну вот я, насколько помню, у тебя всегда было доброе дело номер Мгм, столько-то, мгм, номер мгм. столько-то, и брал еще алфавиты. Вот это вот Да. откуда эта идея взялась с алфавитами? А смотрите, у меня был проект 384 добрых дел. Я уже сделал больше 380. Когда Это я к уже... столетию Якутска было же. Да, да, К юбилею кстати. Якутска было. Да, да. Сколько лет возрасту 584-летие. Якутска это. Я Ага. подумал, а как мне дальше делать? Как нумерацию делать? Это А то... 16-й год, получается. Да, да. Ага. И я решил, а если мне взять алфавиты народов, живущих здесь, на севере? Я начал публиковать. Сначала были русские, потом якуты были, потом украинцы были, потом юкагирны, коряки, долганцы, эвены, эвенки. Очень много народов было. Юги. Кстати, один человек есть, человек Юги. Он один последний представитель своего народа остался. Ну смотри, ты построил, можно сказать, личный бренд, если вот Ага. говорить словами Ага. пиарщика, да? У Ага. тебя, ну конкретно, личный бренд. Вот ты отделяешь себя, человека, от вот этого образа добровольца, который убирает мусор? Или ты это он и есть? Это он есть, я он есть. Я уже это делаю, я повторяюсь, 12-й год делаю. Это мой образ жизни стал. Слушай, а почему у тебя такой непроизносимый ник в Инстаграме? Биги-биги-биги. Да, как так получилось? А знаете, я когда был в юности, я увлекался виртуальными играми. Counter-Strike 1.6. Я в юности был плотным, толстым ребенком. У меня был ник Биг, то есть толстый. А потом у меня когда биги. И так все увеличилось. Просто так. Это от виртуальных игр, которые перешло в мою жизнь. Когда делаю добрые дела, я потерял своих близких людей. Как близких? Не родных, а других. Те, кто были мне ближе, кого я любил. Я их потерял, а люди отвернулись от меня, потому что им мой образ жизни не нравится. Ты о То, что... расставании с девушкой говоришь. Да, про расставание со своей богиней. Ну да, было обидно, конечно, обидно от ее поступка, от их поступка. Было обидно. Я сначала у меня вообще было больно. Я не знал, куда себя деть, я ломал себя. Потом я понял то, что она поступила так, как поступит любой обычный человек. У меня ни работы, у меня ни карьеры, я сам по себе, это как ты говорил тогда, Антон, ты без работы, ты без карьеры, ты делаешь то, что людям не надо. Да, люди меня хвалят, молодец. А я хотел показать обратную сторону медали. Вот чем я жертвую. Я жертвую своей жизнью. Делая доброе дело, я теряю своих людей, близких людей ко мне. Многие тобой восхищаются, тебя уважают, поддерживают, да, но часть людей считают тебя блаженным, дурачком, можно сказать. Я знаю я об этом знаю, да. Люди иногда удивляются, когда я умные слова говорю. Они мне прямо говорят: Антон, мы не ожидали от тебя такого. Мы думали, ты такой. Я говорю: нет, вы много обо мне. Люди обо мне много чего не знают. Вот даже возьмите моего любимого человека, кого я 10 лет добивался. Никто не знал, кто она такая. Я свою личную жизнь хранил лично. Это на то она личная жизнь. Я разговаривала с этой девушкой, Ага. и она сказала, что ты ее преследовал. Отношений никаких не было. Но мы ходили, встречались, все это. Не как встречались, а просто Как люди встречались. как люди встречались, да. Не как молодой человек и Не как девушка. молодой человек просто. Так встречались, разговаривали, все. Я просто не хочу публиковать. Это личная жизнь. Пусть то, что было между нами, пусть останется между нами. А Знаете, друзья у тебя есть? Да, друзья кто такие? Их настоящих друзей нет. Есть те люди, с кем можно посидеть, как сказать, погулять, выйти. А настоящих друзей нет. Ну вот ты сам сказал, что по зуму не чувствуешь энергетики. А Мгм. неужели тебе не важно, неприятно почувствовать вот людскую благодарность, такую, какая она есть, реальную? Людскую благодарность я не чувствую зачем. Мне благодарность, вот я вышел на улицу, я увидел чистоту, я почувствовал природу. Мне вот это и есть самая та благодарность. Мне приятно это видеть. Вот это.
Даже вот лес возьмите, мы когда я очистим вот это все, будет приятно ходить и видеть тут. Вот это будет благодарность для меня. Это для меня будет благодарность. Когда мы вот сохранили, мы не рубили новое живое дерево. Мы использовали вот валежник, который был старым повален, а дерево осталось жить. И вот это и есть благодарность для меня. Если бы не было той травмы, не было той комы, ты был бы обычным человеком? Я был бы обычным человеком, я был бы сейчас горным инженером, минимум мастером участка был. У меня была бы красавица жена была, квартира куплена в ипотеку, машина. Ну, как у всех моих друзей. Все мои друзья сейчас, они сейчас ИТР, все работают, у всех по квартире, у всех по машине. Они все одинаково. Помнишь такую сказку «Горячий камень»? Не. Была такая сказка. Дети нашли горячий камень волшебный, и тот, кто его разобьет, может начать жить сначала. М, И вот этот мальчик, он что-то натворил, м, хотел разбить камень, чтобы м, вернуться. А потом они нашли старика, который прошел через войну, через лишение. Вот, и подумали, что ему же лучше начать жизнь сначала. Привели этого старика к этому горячему камню, а тот не стал ничего делать, сказал, что мне нравится моя жизнь. Вот если бы у тебя был такой горячий камень, ты бы разбил его? Я бы его не разбил, потому что я счастлив. Я сейчас очень счастлив. Это я рад тому, что сейчас происходит. И ты еще раз прошел бы через кому, через Я бы все травму? через все то, что я пережил, я все это все пережил заново. Все эти, как сказать, все эти радости, моменты радостные, это любовь, это когда родные проходили в момент, когда из комы выходишь, это вообще, вот это я все пережил заново, потому что я сейчас счастлив. Вот люди все думают, Антон такой одинокий. Не, я не одинокий, хоть и одиночество, мое будущее, но я рад этому, я счастлив этому. Это мой образ жизни. Евдокия, добрый день, мы к вам. Здравствуйте. Дети, Дед Мороз круглый год прошел к вам. Ну, дети, приняли участие один магазин, он узнал то, что мы к вам едем. Они дали нам вот рис, гречку, макарошки, все там. Потом коллектив Якутии 24 принял участие. Ну, не коллектив. Два человека, и Ирина, и Степан, они купили продукты питания, очень хорошо. А потом еще я купил вам продукты питания. Я обычно покупаю по стандарту, что у меня в голове есть. А они вам купили сладости, вкусняшки. Ну все. Что надо сказать? Спасибо. Им надо сказать. Спасибо. Таки расскажите, пожалуйста, как вы с Антоном познакомились? Ну, я с Антоном познакомилась, когда, по интернету, просила помощи я. Дрова привозил. Зимой вот как раз нам нужно было. А потом вот опять через него тоже люди вышли, помогли. Вот как раз тоже нужно было, вот и привезли. Вот сейчас опять привез, получается, третий раз уже. Я одна, 7 детей. Старше мои 19 лет, потом двойняшки идут 13 лет, 12 лет, 11, 10, 9. Погодки все. Все в школу ходят. Старшая учится в колледже. Единственный человек, который поддержал нас, получается, да? Как говорится, от тебя вообще благодарна ему. Большой души человек, сердце у него большое, доброе. Раз, два, скажем, сыр. Все будет хорошо, ладно? Давайте. Пока. Все. Я помню, что ты давно опекал, там вот были. В основном это мамы одинокие. Да, их достаточно много у меня. Я просто оказываю помощь у меня. А так на автомате уже все делаю. Когда человек мне пишет, то мне нужна помощь. Я либо сам оказываю помощь, либо спонсора ищу. И все. Но спонсоры легче находятся, когда Да. когда ты уже известность получил. Да. Ты вот сегодня видела сама результат видео, когда мы заходили в магазин. Там люди как узнали, то, что идет доброе дело, они приняли участие. А так вот как ты их всех в голове держишь? Ты вот сам понимаешь, что у них кончаются дрова, нужно привезти.
Да, я сам понимаю, все уже голову держу. Ты сама видишь, морозы активно держатся. Или если так посчитать, то вот этот валежник, который мы провезли сегодня, если у нас морозы были минус 50, то их бы на 5 дней хватило. А так этот валежник продержится на 10-8 дней продержится нормально, если топить печку. И через 10-8 дней ты опять в парк пойдешь и опять погрузишь. Не, в парк я пойду завтра, послезавтра. У меня еще есть другие семьи. Это не одна семья. Есть у меня на Петра Алексеева одна живет, потом несколько семей в Мархе живут. Потому что если им не помогать, то будет, может быть, статья будет. Замерзли дома без топлива. Надо помогать людям, потому что его даже когда сегодня вечером домой я буду идти домой, я отдам благодарность Вселенной Богу за то, что он так день провел так хорошо. За то, что мы сегодня сделали город чистым, добрым и красивым. Вы даже сами приняли участие в этом и свидетели. Придумала, кстати, слово. Да, Добротворец. Как тебе? да, добротворец хорошо. Я добро и творю добро. Это очень хорошее. Я буду себя так буду называть. Добротворец. Романтик, добротворец. Почему романтик? Да потому что без романтики делать ничего нельзя делать. Надо быть романтиком. А доброволец я поменяю на добротворец. Когда утром я выхожу из улицы, я приветствую солнце вселенной, а вечерами я благодарю день за то, что было со мной. Будь то плохое, будь то хорошее, я всегда благодарен всему. Уже отсматривая отснятый материал, я поняла наконец-то, кого этот парень мне напоминает. По-моему, это наш якутский Форест Гамп. Не останавливайся, Антон, иди к своей цели. Делай мир лучше, чище и добрее. Твори добро. Это была программа «Якутия Лайф». Я Ирина Ефимова.